В эфире «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В июне в столице региона состоится третий международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист-виртуоз мира». Как идет подготовка к конкурсу, расскажет гость студии. Один из организаторов конкурса – Иван Алексеев, профессор кафедры якутского языка Института языков и культуры народов Северо-Востока России СВФУ. Иван Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, уже известно, сколько всего хомусистов примут участие в конкурсе? В оргкомитет самого престижного конкурса хомусистов поступило более 40 заявок из ближнего дальнего зарубежья и с территории России. И они все собираются приехать, но пока этим вопросом еще некоторые вопросы не решены. Давайте поговорим об истории данного конкурса. Расскажите, в каком году был проведен первый раз данный конкурс и сколько хомусистов принимали в нем участие? Первый конкурс состоялся в 1991 году во время второго конгресса хомусистов, куда съехалось более 500 делегатов из разных стран. Кроме них еще из 20 стран журналисты прибыли. Поэтому в рамках конгресса проходила конференция, фестиваль, концерты, и в том числе два конкурса. Конкурс мастеров-изготовителей и конкурс исполнителей-хомусистов. И в 1991 году первыми виртуозами мира, людьми с мировым именем стали из Якутии Федора Гоголева, Петр Готоев и Спиридон Шишигин. Из российского и советского тогда региона, из Кыргызстана Толокова Сюддем, из Тувы Чаш Геннадий и Башкортостана Заградинов Роберт. И остальные из-за рубежа. А в каких регионах России и странах мира варган является народным инструментом, как у нас в Якутии? У всех почти народов считается народным инструментом. Но в определенное время получило развитие и в азиатских, и европейских странах. Например, в начале XIX века в Европе был золотой век варгана. И в Индонезии, в Китае, Японии более тысячи лет тому назад изготавливались инструменты, но сведений об исполнителях тогдашнего времени нету. В России самым распространенным, кроме Якутии, этот инструмент является в Башкортостане. Там есть и железный кобус, и деревянный кобус. И сейчас в Туве, Алтае эти инструменты очень сильно развиты. Совсем недавно состоялась презентация нагрудного знака специально для участников конкурса. Давайте поговорим об этом знаке. Что он из себя представляет? Инструмент? Нет, нагрудный знак. Нагрудный знак, да. Это серебряная медаль с камнями, так, довольно дорогими, и прекрасный там дизайн. И эта медаль очень престижный, очень ценный медаль. И для того, чтобы отвоевать эту медаль, приходится много потрудиться, много готовились наши претенденты, лучшими из лучших, эта награда достанется. Однако эту медаль в первом конкурсе мы не успели сделать, не догадались даже, что медаль должен быть. Мы ограничились дипломами. Во втором конкурсе в 2011 году наш музей и центр изготовили эту же медаль, и мы вручили 9 самым лучшим в мире хомусистам.
Иван Егорович, расскажите, пожалуйста, кто из якутских хомусистов является признанным исполнителем? И кто покорил сердца зрителей из виртуозов региона страны и иностранных государств? Ну, виртуозами у нас сейчас уже избранные виртуозы, кроме них. Раньше был самым искусным, выдающимся исполнителем был Лука Николаевич Турнин. Он еще в 1948 году в Москве выступил и удивил всех интересующихся людей. Ну, из нас первым за рубеж выехала Марфа Полисова, артистка, впоследствии замдиректора цирка нашего. Она впервые выехала во Францию. И там сыграла, и все европейцы узнали, что у них тоже есть такой народный инструмент, надо развивать. С тех пор в Европе заново взялись за этот инструмент и в Германии, в Австрии, Норвегии, в Англии даже воссоздали древние школы исполнительства, и мастера взялись за лучшие инструменты. Поэтому именитых людей очень много. Но раз вы уж сказали про заграничных наших коллег, расскажите, скажутся ли санкции на приезд гостей как раз-таки из зарубежья? Да, это вопрос очень сложный. Многие исполнители не могут приехать в связи с санкциями, но жюри и оргкомитет разрешили им участвовать по Zoom, по онлайн. Мы, значит, оценим их достоинство, мастерство, и достойным мы тоже наградим этой медалью. А как в целом на сегодняшний день преподается игра на хомусе? Разработана ли единая методика? Какие каноны игры на хомусе сформированы на сегодня? Сейчас, в настоящее время, у нас образовалась сильная школа мастеров хомуса. Получаются самые лучшие инструменты из рук наших мастеров. И получившие эти инструменты исполнители тоже с помощью нашей современной школы и традиционной школы исполнительства оттачивают свое мастерство и создают новые и новые произведения. В свое время, в 80-х годах прошлого века, композиторы считали некоторых наших хомусистов композиторами, поскольку они создают импровизации, собственные импровизации. Эти импровизации становятся больше и больше. Сейчас есть хрестоматийные произведения, и есть хрестоматия, учебное пособие. И с помощью этих пособий людям стало сейчас легче и легче заниматься и показать свой талант. Иван Егорович, но у нас в городе есть музей хомуса. Можете ли поделиться с нами, сколько в нем представлено экспонатов? Экспонатов? Да. Более 9000 общих экспонатов. Из них более 1800 хомусов из народов 57 народов мира. И эти инструменты имеют как бы общую форму, размер даже, да, общую технику исполнительства. Однако каждый инструмент изготавливается по традициям того народа, который он создал. И этой традиции придерживается и не только в изготовлении, но и в исполнительстве, поскольку музыкальные произведения – это акустический эффект одного язычка хомуса.
так сказать, да? И с тембрами этого язычка можно воссоздать не только такие простые импровизации, но сейчас оценивают многие теоретики музыки, что они очень сложные музыкальные произведения. Вот в последнее время с усилиями музыковедов, теоретиков написано достаточно много работ. Один из последних работ, наша совместная работа с Эдуардом Ефимовичем Алексеевым, Алексеем Никольским. Эта работа вникла в суть этой музыки, вникла в суть акустической базы человеческой и взаимокомпенсации этих особенностей рождается, многие считают, что это чудная музыка, современная музыка будущего. Давайте еще раз поговорим про конкурс. Напомните, в каких числах этим летом он состоится. Третий международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист. Виртуоз мира». Желаю всем участникам, конечно, успехов, показать уровень, талант не только совестственный, но и народа. И от этого зависит будущее развитие нашей хомусной музыки. Мы думаем, что он будет развиваться дальше. И я даже думаю, последующие конкурсы по этому инструменту будут еще выявлять наиболее сложные и отвечать эти особенности по духу времени будут. Я думаю, это развитие усилит человечество. Иван Егорович, спасибо вам большое, что пришли и рассказали про конкурс. Спасибо. Пожалуйста. Ну а я напомню, что конкурс пройдет в столице нашего региона в середине июня. Вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.